каһармандары дип танылды. 3 игрока Салавата Юлаева признаны незаметными героями КХЛ. Салават Юлаев командаһының 3 уенсыһы Кыйтга хоккей лигаһының күҙгә күренеп бармаган каһармандары дип танылды. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Мы начинаем разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Елена Черкова. Руслан Валиев, Александр Егошин за звукорежиссерским пультом. Номер для ваших смс напомним. +7 927 304 10 51. Писать нам можно еще и в Телеграм. А также можно нас смотреть в ходе прямой трансляции на Фейсбуке и на Ютубе, где также рекомендую подписываться, чтобы не пропускать и другие наши эфиры. Все не пропускать, ничего не пропускать. Сегодня у нас пресса, прежде всего не печатная. Сегодня фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях социолог Арсен Нуриджанов у нас был. Мы говорили много чего, обсудили много чего интересного. Поголосуем мы. Сейчас конец марта, время перевода стрелок на час вперед, в прошлом точнее, да, и на эту тему много копий сломано, поэтому мы тоже поломаем свою часть этих самых копий. Во второй части нашей программы руководитель исполкома Башкортостанского отделения «Единой России» будет в гостях нашей студии Рустем Ахмадинуров, поэтому вопросы гостю также вы можете слать на наш номер +7 927 304 10 51. Ну и начнем мы сейчас читать прессу. Давай, наверное, начнем с любимого моего сериала «Суд над Александром Филипповым и Маратом Гореевым». МКСЭД пишет, что по делу Филиппова выступил бывший руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный. Был в суде. Но не только он, кстати, был еще и владелец строительной компании «Агидель Инвестстрой» Филюс Ишбулатов. Его допрашивали также. Он рассказывал как раз по поводу того, что застройщики участвовали во всем этом процессе. Я напомню, что Филиппову и Горееву вменяют превышение полномочий, в частности, в том, что 2 программы расселения аварийного жилья друг на друга наложились. Компания «Агидель Строй Инвест» в 2014 и 2015 годах заключила с городом 2 договора о развитии застроенных территорий. Они должны были строить новые дома в кварталах, ограниченных улицами Красноводской, Обской, Менделеева и Акназарова, и в квартале, ограниченной Кремлевской, Борисоглебской и Кольцевой. Кстати, в первом квартале они дом уже построили и сдали. Да. В обоих кварталах были аварийные дома, включенные в региональную адресную программу по переселению. По кварталу Кремлевская, Борисоглебская, Кольцевая застройщик в добровольном порядке компенсацию администрации не выплатил, наоборот, поскольку не согласился с суммой иска. Филюс Ишбулатов сказал, что в 2017 году мэрия потребовала возместить затраты по этим домам, которые были расселены до того, как право развития квартала приобрела компания. Кроме того, сам квартал был сложным, практически не было инженерных сетей. Тут интересный момент есть, что компания отказывалась выплачивать 63 миллиона, с них мэрия требовала по иску. Вот эти деньги они отказывались выплачивать достаточно долго, но в марте прошлого года они подписали мировое соглашение с графиком платежей по февраль 2025 года. И Филюс Ишбулатов рассказал, что вот это решение все-таки выплатить эти деньги он принял после того, как пережил сердечный приступ. Очнулся в реанимации кардиологического центра, как видите, удалось выжить. По выходу я принял однозначное решение выплатить все. Вот так вот бывает иногда, да, вроде как. Слушай, ты действительно вот называешь это сериалом, натуральный сериал, столько раз так историй, буквально да, личных. Серьезно. Вот, но здесь очень много, конечно, написано про то, что рассказывал Филюс Ишбулатов. Хочу остановиться еще на том, как Владимир Нагорный эту историю рассказывал. Я напомню, что с 11 по 14 год он работал главой администрации Ленинского района. Как раз, да, вот главы администрации тоже принимали участие в формировании этих списков. А с 14 по 16 был вице-премьером правительства по строительству и ЖКХ. Он рассказал, что, будучи главой района, составлял списки домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. На вопрос судьи свидетель ответил, что при составлении списков в администрации не выясняли, включены ли эти дома
дома в договоры о развитии. По его словам, была поставлена задача включить в программу как можно больше аварийных домов. Надо было прежде всего расселить. У нас много примеров, когда аварийные дома стоят по десятки лет, сказал Нагорный. Он также сообщил, что вопрос о наложении договоров о развитии и региональной адресной программы начал подниматься в правительстве только в 2017 году после письма фонда содействия ЖКХ. Адвокат Александра Филиппова Алексей Зеликман спросил, принималось ли решение дома не сносить и перекинуть эту обязанность на застройщиков. Нагорный говорит, что такого решения не было. Интересно, конечно, в суд практически все должностные лица уже пришли, осталось только Рустема Хамитова дождаться. Да. Да. Ну, я продолжу. Материал на «Коммерсанте». В общем, новость вчерашнего дня о том, как глава Центра избиркома Хайдар Валиев ушел в отставку и перешел на работу в Белый дом. Значит, что здесь я хотел отметить? Комментарии политологов. Конкретно вот Аббас Галямов прокомментировал «Коммерсанту», и он полагает, что у Радия Хабирова были субъективные мотивы поменять главу избиркома. В те годы, когда Хабирова выживали из Уфы с поста руководителя президентской администрации, Валеев в этом участвовал, по мнению Аббаса Галямова. Поэтому, думаю, особого доверия у Радия Хабирова он не вызывал. Пост главы избиркома в определенных ситуациях может оказаться ключевым, поэтому на нем лучше иметь своего человека, отметил он. А политолог Сергей Маркелов полагает, что главу избиркома, цитирую, принесли в ритуальную жертву, так как объективной необходимости в его замене не было. Выборы в Башкирии проходят с прогнозируемым результатом при любом председателе комиссии. Ради Хабиров просто еще раз показал, что ставит на ключевые должности своих людей, считает он. Ну и напомню тем, кто не слышал, Хайдар Валиев перешел в администрацию главы региона заниматься кадровыми вопросами. Он возглавил как раз-таки кадровое это управление. Это типа держи врагов еще ближе, чем друзей? То есть на 400 метров. Я тебе не доверяю, поэтому я тебя забираю к себе на работу. Ну, опять же, мнение политологов, что на самом деле думает Ради Хабиров, мы же не знаем пока. Внезапно портал sports.ru. Авангард запретил маскоту Салавата Юлаева присутствовать на матчах в Балашихе. Да, и Салават Юлаев об этом тоже у себя писал. Вот. Сразу у меня возникает вопрос, а все разрешали, получается, а они не разрешили? Это вот... Не знаю, Авангард отказал талисману уфимского Салавата Юлаева возможности работать на матчах серии в Балашихе. С сожалением сообщаем, что решением руководства «Авангарда» нашему талисману отказано в возможности поддержать команду на матчах. Об этом пресс-служба Салавата Юлаева рассказала. Маскот призывает болельщиков поддерживать еще громче команду за себя и за тех, кто не сможет присутствовать на матчах. Первый матч, нам напоминает портал sports.ru, состоится уже сегодня. Будем играть в наверное, Сомском 21 теперь. час, скорее всего, да, по уфимскому времени, поскольку по московскому они играют в Балашихе. Угу. Балаших. Так, и МКСЭД о том, как в Уфе начали снос гаражного кооператива в Сипайлово. Мы эту историю упоминали и разговаривали с активистами, которые отстаивают этот кооператив. Значит, вчера началось освобождение земельного участка от гаражей, об этом сообщили в пресс-службе администрации. Непосредственно вчера техника уже разбирала административное здание, можно его назвать, наверное, все-таки это сооружение, где как бы администрация этого кооператива заседала. Большое количество зевак присутствовали, видео тоже в медиакурс-сети выложено, можете посмотреть. Но до сих пор активисты, в общем, не сдаются и хотят отстоять свои гаражи, которые, я напомню, стоят, по сути, по закону, незаконно сейчас, с 2012 года, поскольку с тех пор город не продлевает аренду и арендную плату за это место не взимает. Угу. Про Уфу тут пишет довольно большой материал Нурии Фатхулиной, почему часы родных языков сокращаются. СПЧ сделал замечание Радию Хабирову. На днях члены СПЧ, я напомню, они сегодня последний день работают в Башкирии, проводили в Уфе круглый стол, форум «Языки и культура народов Башкортостана. Национальное достояние республики». На этом форуме обсуждалась как раз проблема изучения башкирского, в том числе языка, да, у нас в республике и вообще родных языков. Как пишет про Уфу, первым выступала депутат Госдумы, председатель Совета региональной общественной организации Ассамблеи народов Республики Зугура Рахматуллина. А мы напомним, что она вместе с остальными 13 депутатами из Башкирии поддержала законопроект об образовании, который подразумевает добровольное изучение родных языков, пишет про Уфу. Интересно, что Зугура Рахматуллина еще до начала форума перед журналистами активно продвигала позицию «надо знать языки». Хотя после ее поступка такие призывы звучали как попытка ухватиться за последнюю соломину. Поскольку большая часть башкирской общественности давно просит всех 14 депутатов отозвать из Госдумы.
Почему-то на форуме не было министра образования Айбулат Хажина, отмечают наши коллеги. Вместо него отчиталась заместитель Альфия Галиева, которая сообщила, что на развитие родных языков было направлено более 137 миллионов рублей. Что касается статистики, то в школах родные языки стали изучать на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом. Прогресс. В общем, Альфия Галиева намекнула на то, что языковые реформы ущерба не причиняют. Однако ее доклад вызвал негодование у присутствующих учителей башкирского языка и ученых. Например, учительница Уфимской школы Альфия Юсупова сообщила, что идет планомерное сокращение часов башкирского, педагогов подводят под увольнение. Башкирский язык и литература отводилось 7-8 часов, сейчас только 1 час, рассказала она. После выступления учительниц началось самое интересное. Так. Прям интрига. Член СПЧ Андрей Бабушкин спросил, почему количество часов родных языков сокращается. На что замминистра Галиева ответила, что сокращение идет не только башкирского языка, но и русского как родного. Давайте все языки сократим. Вообще, зачем они нужны? Будем заниматься физкультурой. По словам завкафедры татарского языка и литературы БГПУ имени Акмулы Ильшата Насипова, снижение часов происходит в основном из-за реализации закона о языках, поскольку раньше по ВГОСам часы на родные языки отводились больше. Бабушкина объяснение не устроили. Он спросил, сколько у вас предметов в школе, которые ведутся на башкирском языке? Ездят сады на башкирском языке? Однако внятного ответа не получил. Естественно, началось обсуждение. И вот Бабушкин говорит следующее. Мы находимся на изломе истории, когда каждый день исчезает один язык. Есть сферы, с помощью которых сохраняются языки. Бывает так, что в семье изучают язык, а в школе нет, поэтому у правительства должны быть мотивационные инструменты, которые будут помогать жителям изучать родные языки. В общем, СПЧ против того, чтобы изучение языков сокращались, и, собственно, они поэтому сделали Радио Хабиру замечание. Ну, будем, наверное, внимательно следить, когда они доклад свой итоговый подготовят по поводу поездки в Башкирию. И, кстати, наверное, стоит сказать нашим слушателям, что сегодня в 13 часов 7 минут в эфире «Эхо Москвы» в Уфе интервью Игоря Каляпина, который является главой комитета против пыток, а также членом СПЧ. Интервью будет идти в записи, но, на мой взгляд, оно очень интересное. Елена Черкова с ним пообщалась. Поэтому слушайте после часу и, соответственно, смотрите у нас в Ютубе и на Фейсбуке. Ну, время обзора прессы у нас тем временем истекло. Сейчас послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». Социолог Арсен Нуриджанов был вчера в гостях нашей студии. Если предположить, что вы правы, да, и действительно дороги нужно расширять, хотя вот лично, на мой взгляд, это вопрос спорный, но ладно. Вот сейчас как можно эту проблему решить? Условно, да, вот есть у нас временно исполняющий главы региона, есть система инцидент, которая, в общем, вот, цифры нам приводят, что было много обращений, они отрабатываются. На ваш взгляд, это вот можно такими способами пытаться решить? Навалиться, я не знаю, всеми жителями того же района, написать кучу обращений? Или это все уже не работает? Есть разные мнения, просто люди жалуются некоторые. Вот пишем, отмечаем в постах и Радия Хабирова, и Ульфата Мустафина, а реакции нет зачастую. К сожалению, вот это и есть, да. Хотя вроде как анонсировал, что на это будут моментально реагировать, и там назывались какое-то время, там, не знаю, чуть не часы. Угу. Вот. Такой быстрой реакции нет, и вообще зачастую никакой реакции нет. Я и сам пару раз написал в пару районов со своими обращениями, и вообще ничего не получил. Уже с сентября месяца, там, ну, с октября, там, когда все это появилось. Ну, здесь сложный вопрос. Надо и так, и так, и так, и так, понимаете? И использовать любую возможность. Но про расширение дорог я просто хочу напомнить, что при Ирике Иваловой, когда вот вводилось это движение, там кое-где одностороннее, ну, вот по это центру. Вот, ага. Да, по центру, то дороги многие расширились, да, там проспект расширялся, там Сурюпа расширялся, помните, да? Конечно. Коммунистическое расширялось. То есть это расширение определенно дало эффект. Угу. Да, организовано пространство движения, но и тем не менее и расширение дорог тоже дало. Но вообще, конечно, по самому крупному счету, уж как, конечно, мне не тяжело об этом говорить, как автолюбителю с многолетним стажем. Конечно, урбанистика больших городов, она потребует развития общественного транспорта, сокращение частного потока машин вообще в город, то есть там машина нужна для выезда в город, а то и вообще тебе не нужна. Ну, к сожалению, мы к этому тоже будем идти, как бы там ни хотелось. Но сегодня, вы видите, уже парковки в Москве стоят как машина. Ну да, 280 рублей в час, например, да. в центре города. Но это за час, а вы представьте, если вы на 8 часов ставите и на 20 рабочих дней, это сколько она обходится вам? Да.
Ну, вот мы затронули, да, вопрос, опять же, вот вернулись к Радио Хабирову со всей этой системой. И опять же, есть мнение, что даже сейчас, раз уж толком не работает, да, все эти обращения в соцсетях, то после выборов вообще все затихнет и замолкнет, да, потому что в таком режиме, в ручном режиме, как сейчас Радио Хабиров действует, работать долго невозможно. А система сама автономно работающая при этом не выстраивается, потому что система привыкает к тому, что придет большой дядя, да, скажет, что мы будем дожимать, и, в общем, будет решать, как мы дальше будем жить. Есть ли смысл радоваться тому, что сейчас происходит? Ну, смотрите, мне кажется, все-таки какие-то процессы идут. Ну, во-первых, понятно, что абсолютно еще вся команда вообще не создана толком. Но мы видим, идут изменения. И для того, чтобы они прошли, нужно какое-то достаточно большое время. Потом людям надо какие-то поменять компетенции, понимаете, а для этого требуется время. Ну, вот как замген директор Республиканского фонда развития предпринимательства, я могу сказать, что я вижу, что вот идут регулярные консультации с ОСИ, например, да, они приезжают и очень много проводят аппарат Сидякина с ними времени, разбираясь, как, значит, развить предпринимательство, инвестиции. Но это надо, чтобы пришли, научили, обучили, показали, пока мы впитали, а потом стали применять. Время надо для этого. То есть какие-то процессы идут, просто мы любим так, что вот сказал, и за 2 месяца, переделать то, что люди привыкли делать, невозможно. Понимаете, мы очень все инертны, консервативны, и вот так вот сверху сказали, я сразу взял и перестроился, 100% нет, нужен какой-то механизм. Мне кажется, что, тем не менее, команда Хабирова пытается эти изменения внедрить, и пытается их делать системными. Другое дело, насколько они будут системными. Смогут они найти всех необходимых людей, на все расставить, смогут их обучить, смогут привлечь молодые кадры, которые по-другому будут мыслить. Ну, это такая задача стоит перед ним большая. Ну, и мне кажется, он и понимает ее, и позиционирует себя. Он же сам говорит, что я пришел там на 10 лет, да. То есть я хочу сделать республику там... Первый снова. Первый, да. Понимаете? Что Вот. тут? Предприниматель, Great again. Что там уж говорить-то? Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера у нас в гостях был социолог Арсен Нуриджанов. Этот эфир вы можете посмотреть еще раз, послушать на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе «Программы», а также на нашем канале в YouTube, в группе в Фейсбуке. Давайте сразу проанонсируем, наверное, сегодняшнюю редколлегию. У нас сегодня в гостях журналист медиакор-сети Минзаля Аскарова и шеф-редактор РБК Уфа Катерина Тимиряева. Можете свои вопросы, если они у вас есть, присылать уже нашим гостям на номер +7 927 34 10 51. Слушайте эфир после 15:00, а сейчас хочется обсудить вот что. 29 марта, то есть впереди последние выходные весны, это время, когда традиционно в прошлые годы мы переводили стрелки часов вперед на 1 час, то есть переходили на летнее время. Ну, предысторию рассказывать не буду, напомню, в 2 словах, да, при Медведеве отменили переход на зимнее время, остались на постоянном летнем, потом, когда власть в стране поменялась, Владимир Путин решил, что нужно остаться на постоянном зимнем времени, и мы сейчас вот на нем живем. Но есть мнение, в частности, вот один депутат из Челябинской области, депутат Госдумы Андрей Барышев, оказывается, будучи членом «Единой России», несмотря на то, что сама партия не в курсе и добра не давала, каждый год вносит законопроект о том, чтобы страна вернулась к переходу на летнее время. И вот его формулировка. И как? Отказывают? Отказывают. В настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года, в летний период в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека, и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство. Солнечный свет в период сна и его недостаток в период бодрствования провоцируют проблемы со здоровьем, такие как бессонница, депрессия и пам-пам-пам. Ну, здесь насчет проблем здоровья, как бы я не знаю, подтвердить или не специалист, как говорится, да, пусть врачи разбираются. Но вот я лично согласен с тем, что действительно у нас в летний период света очень много в утренние часы, когда мы спим. Соответственно, у нас как бы нерационально этот солнечный свет драгоценный расходуется. А вечером темнеет рано. Теплыми летними вечерами, наверное, хотелось бы, чтобы световой день был длиннее. Поэтому лично я сторонник того, чтобы мы вернули переход на летнее время. А вы, друзья, что думаете на этот счет? Если вы считаете, что переход на летнее время и, соответственно, возврат потом на зимнее время, это правильно, то ваш телефон 262 72 47. Если вам нравится то, что сейчас, да, мы остались на зимнем времени и переходить на летнее время не нужно, то ваш телефон 262 72 48. Голосование. Процесс пошел.
Если вы, дорогие друзья, согласны вот с депутатом и со мной, да, о том, что нужно нам вернуться к переходу на летнее время, это правильно, это более рационально. 262, 72, 47. Нет, вы считаете, что переход на летнее время это неправильно, света и так достаточно летом, и зато благодаря отсутствию этого перехода мы не испытываем стресс во время этого самого перехода, да, то есть вы считаете, что все нормально, поэтому ваш номер 262, 72, 48. Лен, каково твое мнение? Не, ну это же привыкаешь, потом мучаешься каждый раз с этим временем, там теряешься. А долго ли мы... Смотри, сам перевод стрелок не Это то, что раньше. сложно. Слушай, ну когда ты с летнего на зимний переходишь, это очень сложно. Ну, пару дней, да, надо привыкать, а Ну, потом... не знаю, зачем эти джетлаги нужны. Вот раньше нужно было стрелки часов вручную переводить, да, некоторые люди забывали это сделать, будильники не переводили, помню, в школу опаздывали там, но это происходило Ой, святое день-два. время было. А сейчас, пожалуйста, гаджеты, у всех электронные часы, Да переводятся ну у стрелки кого у автоматически. всех, ну камон. Ну а что, у кого-то есть аналоговые часы, ну, может быть, в качестве, там, я не знаю, Слушай, предмета ну вот у меня интерьера. дома висят часы на батарейке, которые нужно переводить в любом Ну, случае. ты просыпаешься все равно от будильника на телефоне, Но тем не наверняка. менее. Ну, на самом-то деле, вопрос будильника – это вопрос вторичный. Тут важнее вот это вот само психологическое, да, наверное, насколько людям удобно и комфортно привыкать. Но вот я считаю, да, опять же, призываю голосовать по первому номеру 262 72 47, что все-таки переход на летнее время – это рационально. И, кстати, вопрос экономии энергии здесь тоже имеет место быть, потому что мы сейчас вечером вынуждены включать свет летом, а так бы не включали, потому что на час дольше был бы у нас Да, световой летом день. до 11 часов светло. Зачем? Это было так, а теперь до 10 светло. Вот в чем разница, понимаешь? Ну что, друзья, Спать надо ложиться в это время уже. летом спать все-таки рано. Да, неохота. конечно, а на работу в 7 утра вставать. Давай подведем Летом в том итоги числе. нашего голосования. У нас оно было активным. 37% за то, чтобы начать переходить вновь, и 60, соответственно, 3% против. Ну что ж, такие результаты. Уходим на Сейчас новости. Да, у нас новости. В Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников на Эхе Новости. США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой. Как сообщает Рейтер, Вашингтон таким образом хочет перекрыть поставки бензина и нефтепродуктов, используемых для разбавления тяжелой сырой нефти, чтобы сделать ее непригодной для экспорта. При этом по гуманитарным соображениям на авиационное и дизельное топливо ограничения не распространяются. На этой неделе Госдеп предупредил представителей нефтяной отрасли о том, что нарушения санкционного режима будут как непосредственные контакты с властями страны, так и торговля через посредников или бартерный обмен. Напомню, крупнейшая нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA сотрудничает с Роснефтью, которая реализует в республике 5 проектов по разведке и добыче углеводородов. В Крыму арестованы 23 предполагаемых члена движения Хизбут Тахрир. Подозреваемые были задержаны в ходе массовых обысков, которые вчера прошли в Симферопольском районе. Накануне стало известно о задержании еще 3 крымчан в Ростове-на-Дону. По данным спецслужб, арестованные распространяли террористическую идеологию среди местных жителей и вербовали мусульман в ряды организации, запрещенной в России. Протест в связи с действиями силовиков выразил украинский МИД. Госдеп США призвал освободить задержанных. В Москве по обвинению в получении взятки заочно арестована бывшая следователь по расследованию особо важных дел. Как сообщает ТАСС, 23-летняя Мария Слезкина находится в международном розыске. Она якобы вымогала у мурманского рыбопромышленника, помещенного в СИЗО Бутырка, 2 миллиона евро. За эти деньги следователь обещала отпустить обвиняемого под домашний арест, а в случае отказа угрожала бизнесмену и его сыну длительными сроками. В Новой Зеландии прошла общенациональная панихида по погибшим в мечетях города Крайстчерч. Церемонию, в которой приняли участие главы почти 60 стран, транслировали все каналы и радиостанции страны. Служба началась в городском парке. Людям, пожелавшим посетить панихиду, пришлось проходить через полицейские кордоны и рамки металлоискателей. Жертвами нападения на 2 мечети в середине марта стали 50 человек, столько же были ранены. Подозреваемый в теракте 28-летний австралиец Брентон Тарант. Он вел прямую трансляцию нападения в интернете, а перед атакой опубликовал манифест, содержащий антимигрантские и антимусульманские высказывания. Сейчас мужчина ожидает суда. Ну а суд в Дубае снял арест с яхты российского миллиардера, задержанной в рамках бракоразводного процесса. По данным Рейтер, судно «Луна», принадлежащее Фархаду Ахмедову, простояло на Эмиратской верфи около года. Бывшая жена предпринимателя пытается отсудить у него треть состояния, которое журнал Forbes оценивает в $1,5 миллиарда. В 2016 году Ахмедова обязали выплатить более 500 миллионов долларов. Эту компенсацию газета Financial Times назвала одной из крупнейших, назначенных при разводе. Однако бизнесмен требования суда выполнять отказался. Причины снятия ареста суперяхты «Луна» не уточняются.
О погоде в Москве сейчас за окном -1 градус, пасмурно, давление 748 миллиметров ртутного столба. Днем в городе ожидается от +5 до +7, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цюрюхы 75. Телефон 216 11 22. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников. 2 900 900. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. В антимонопольную службу поступили новые жалобы на тендеры регионального фонда капремонта. Как сообщает «Коммерсант», они касаются 4 аукционов на капремонт подъездов с общей стоимостью контрактов 1,3 миллиарда рублей и 2 аукционов на ремонт крыш со стоимостью контрактов более 560 миллионов рублей. По условиям тендеров подрядчик должен провести ремонт в подъездах почти 1200 домов и отремонтировать крыши 194 домов в 40 муниципалитетах. Жалобы подало уфимское предприятие «Уральская строительная компания «Уровень». Заявитель пояснил, что фонд объединил в одном лоте много адресов, что сокращает круг участников тендера и препятствует участию в конкурсе малого и среднего бизнеса. В жалобе также сказано, что фонд не опубликовал информацию о проектной документации. «Коммерсант» отмечает, что заявитель попросил разделить лоты на более мелкие и объединить их таким образом, чтобы в одном лоте находились дома, близкие друг к другу. Жалоба будет рассмотрена 2 апреля. Напомню, что ранее фонд отменил тендер по ремонту подъездов и крыш, так как на него в УФАС пожаловалась Екатеринбургская единая служба заказчика. Компания также заявила о намеренном укрупнении лотов и объединении в одном конкурсе объектов, находящихся на значительном удалении друг от друга. Тогда фонд разбил лоты на более мелкие, их теперь и обжалует уфимская компания. В Уфе женщину подозревают в истязании 4 детей. Как сообщает Следком Республики, 46-летняя жительница города с 2014 года избивала родных сына и дочь, а также 2 приемных мальчиков. Она запугивала детей и запрещала им рассказывать о побоях и насилии отцу, который проживал отдельно. Однако впоследствии дети рассказали о происходившем. На женщину заведено уголовное дело сразу по 2 статьям: истязание, совершенное в отношении 2 и более лиц заведомо несовершеннолетних, и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Детей у нее забрали, мальчик и девочка находятся у отца, приемные мальчики в отделении социальной реабилитации. Ранее об избиении детей сообщали журналисты ГТРК «Башкортостан». По их данным, женщина называет себя ритмологом и состоит в организации «Ирлем», которую считают деструктивной. Из-за технического сбоя 300 билетов на матч Салавата Юлаева с омским «Авангардом» оказались недействительными. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба в группе команды ВКонтакте. Отмечается, что все 300 билетов были куплены по одной банковской карте, однако потом эти же билеты снова попали в продажу. Повторно проданные билеты признали недействительными, клуб заявил, что вернет болельщикам деньги. Первый матч финала Восточной конференции Салават Юлаев проведет сегодня в подмосковной Балашихе на домашней арене «Авангарда». И в завершении выпуска о погоде. в Уфе сейчас ясно и -1. Ветер юго-восточный до 1 метра в секунду, днем до +4. Елена Черкова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем? Да, продолжаем «Уфимский разворот». Сегодня в студии Елена Черкова. Руслан Валиев, Александр Егошин за звукорежиссерским пультом. Номер для смс и сообщений в Телеграм +7 927 304 10 51.
Тем более, что мы в студии не одни. Вместе с нами руководитель исполкома Башкортостанского отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте, Рустем Маратович. Здравствуйте. Доброе утро. У нас несколько таких объемных тем. Первое — это вот начавшийся праймерис «Единой России». Ну, вопрос такой: для кого, для чего, почему нельзя обойтись без праймерис, когда, в общем, всем давно понятно, кто будет идти от партии на выборах осенью. Ну, прежде всего, это процедура внутренняя для своей партии и сторонников. У нас, кстати, 100 тысяч членов партии. Буквально в эти дни 100-тысячный член вступил в партию. И для того, чтобы отобрать с этих 100 тысяч наиболее достойного, предусмотрена процедура предварительного голосования, так называемая праймерис. То есть это действительно технология, которая была апробирована и в Америке, и на Западе, когда выдвигаются кандидаты, и она предусматривает альтернативность. То есть она предусматривает как раз какую-то процедуру встреч, дебатов, значит, участников, скажем, тех людей, которых выдвигают. Ну и, соответственно, мы должны не менее 50% секретарей первичных организаций, вот каждый кандидат вот у нас должен встретиться с не менее чем 50% секретарями первичных организаций, коих у нас 3600, 3650, по-моему. Соответственно, не менее 1800 человек должны встретиться с теми кандидатами, которые будут выдвинуты. Понятно, что каждый будет предлагать какую-то свою платформу, какие-то идеи, отвечать на вопросы. И предвыборная платформа, программа основного кандидата, который вот победит на этих праймерис, она появится после вот этих встреч. Вот по поводу опыта западного, да, вроде как бы формально процедура похожа, да, но ведь там вот реально, когда мы вспоминаем те же праймерис в США, примерно 2, а то и больше равнозначных кандидатов реально между собой конкурируют. И в итоге сюрпризом становится, кто идет на выборы. Там вот я вспоминаю этот Берни Сандерс, да, и Хиллари Клинтон. До последнего было непонятно, то есть интрига какая-то. А у нас как-то вот все очевидно. Все же уже понятно. Ну, у нас у нас вообще раньше, вы знаете, вообще и этого не было. То есть просто политбюро собиралось там и говорило: у вас генсек, следующий Хрущев, потом Брежнев, там потом, ну и так далее. И решали они это вообще там внутри. Здесь все-таки хоть какая-то публичность. На эти мероприятия можно прийти, можно вступить в члены, сторонники, записаться на эту встречу, можно задать вопросы, можно, в принципе, вот сейчас мы выдвинули действительно 3 конкурентов, и каждый из них, за каждым из них есть какой-то бэкграунд, какая-то своя платформа, позиция. То есть кто-то представляет предпринимателей, как Николаева, Лайсан, кто-то представляет депутат федерального уровня Госдумы, это достаточно серьезный уровень, глава одного из таких сильных муниципальных образований, городского Кумертау Борис Беляев. Все люди достаточно достойные, при этом у них у каждого будет своя, они готовят сейчас свою тоже платформу, свою программу, и я думаю, что если лучшее из этого, мы как бы считаем, что, наверное, да, лидер это Ради Фаридович Хабиров, он может взять это лучшее, и тогда будет какая-то единая программа, по которой он возьмет, потому что, в принципе, вот праймерис, он бы вообще не состоялся, если бы не было достойных конкурентов. А праймерис надо провести, то есть это процедура. А, кстати, вот по поводу конкурентов, да, 3 партия сама, в общем, инициировала. А вообще человек с улицы, может быть, не совсем с улицы, но хотя бы человек, вот, который не является членом, но хочет поучаствовать, он может? Теоретически, да, потому что, да и практически, выдвигает по положению о праймерисе, выдвигает член регионального политсовета. То есть мало желания человека с улицы, но выдвигает член регионального политсовета. Соответственно, у нас там 113 членов регионального политсовета, можно с кем-то договориться, сказать, порекомендуй меня, Василий Петрович, я буду достойно если он договорится, могу, как на голубом глазу сказать, что мы отказывать не будем, ради бога, пусть выдвигает. Срок, да? Вопрос только, чтобы он соответствовал 3 основным условиям. Первое, старше 30 лет, отсутствие судимости и зарубежных активов. И третье, нельзя быть членом другой партии.
То есть не может это коммунист, там, ЛДПРовец. Беспартийным можно? Беспартийным можно, но желательно быть сторонником. Мы рекомендуем, чтобы сторонник хотя бы был. Вот сторонник это что? Это же как бы психологический вопрос? Или я есть просто такой поддерживаю. Это, нет, это просто, да, поддерживаю, и в принципе достаточно, но надо подписать под бумажкой, в которой ты пишешь, хочу быть сторонником. Просто мы в базу внесем это. Но это не надо ни взносов, не надо там участвовать в мероприятиях, просто сочувствую, и ладно, ты сторонник. То есть, друзья, до какого? Значит, до 10 апреля. До 10 апреля есть срок, так что можете участвовать. Может, мы напишем потом, знаешь, еще. А вот какой-нибудь там, не знаю, человек. Ну, надо, конечно, чтобы это, какой-то профанации не было, как бы, и, соответственно, члены регионального политсовета, я думаю, тоже так же будут относиться, что, чтобы была какая-то все-таки платформа, какая-то позиция. Ты идешь, потом будешь встречаться с людьми, то есть тебя будут слушать все. У каждого там будет регламент, тебе будут задавать вопросы. И, соответственно, надо, чтобы что-то ты нес какое-то содержание. Так, ты понятно. Претендуешь-то на пост главы республики. Ну, все, я не знаю, все равно же всем понятно, как это все в итоге закончится. И вот не знаю, насколько люди вообще к этому относятся серьезно. Все относятся по-разному, но еще раз повторяю, что а если вот не было этой процедуры, мы но было взяли... бы то же самое, Рустем Маратович. В смысле, он же здесь встретится с людьми, представляете, вот он приходит на уровень первичной организации. Первичка — это в том числе там в Татышлах первичная организация, там, я не знаю, в Кигах, это в самом там каком-то селе у нас есть эта первичная организация. Так бы он никогда не дошел до нее, а тут его этот регламент заставляет включить в график, помимо, там, я не знаю, Медведева, там, СПЧ, с каких-то гендиректоров или больших коллективов встречаться с этими первичками. И понятно, что он должен выступить именно, раз сам заявил Ради Фаридович, раз есть заявление, что он выдвигает от этой партии, он должен с этими представителями встретиться. И практически 2000 человек он должен с ними встретиться и пообщаться. И, наверное, это будет какое-то все-таки живое общение, и где-то он услышит этих людей. Поэтому, с моей точки зрения, это все равно лучше, чем если бы мы бы взяли там, и собрались на конференции, просто выдвинули. Лучше, чем ничего. Здесь, конечно, тут на протяжении 1,5 месяцев будут какие-то встречи. Нам тут смс-ка пришла от нашего слушателя, который в последнее время подписывался Рутений Забиров, а сейчас вот на волне хайпа, на волне ухода Хайдара Валеева, да, вот он снова стал Вайдаром Халеевым. Почему про выборы 2 июня в Сибае, Салавате и Уфимском районе знают только единороссы? 4 апреля закончится выдвижение, а кандидаты только от них. Во-первых, об этом знают все, кто смотрит информацию на сайте. 2 июня, да, есть определенные, выборы, и действительно и в Салавате, и выборы, точнее, даже. Кого там выбирают? Депутатов? Выбирают депутатов Горсовета. И у нас есть там открытая модель, там, где свыше 10 тысяч, есть закрытая модель, где голосуют только партийцы. И вот что касается других партий, мы за них не можем отвечать. Это их право выдвигать, не выдвигать. Сами граждане могут эту информацию посмотреть. Она есть действительно на сайте. Мы выдвинули, да, действительно, на всех этих выборах. Что касается выборов сентябрьских, вот на партийном последнем мероприятии, да, где праймерис объявляли, также обсуждали использование технических средств, КАИБов, камер. Что в итоге у нас на сегодня? Есть какое-то понимание, станет ли больше этих КАИБов? Что с камерами? У нас есть понимание по этому поводу. Так как мы, партия, заинтересована в легитимности выборов, заинтересована в том, чтобы наш кандидат получил максимальную легитимность, потому что мы знаем рейтинги, они у него очень высокие, и понимаем, что чем более будет прозрачная процедура, тем больше будет потом легитимности у нашего избранного главы. В связи с этим мы позицию такую ретранслируем о том, чтобы все-таки найти средства на КАИБы в городах, и в Уфе еще и предусмотреть видеонаблюдение, чтобы можно было закрыть весь город, именно Уфа, все-таки это основная, где можно было бы действительно организовать видеонаблюдение в период выборов. Вторая позиция в том, что мы хотели бы, учитывая, что это все-таки практически будет там, летний, в начале сентября период такой световой, начать на час раньше, чтобы можно было до работы, там, до садов, допустим, проголосовать, и на час позже
вот такое есть сейчас предложение, закончить, чтобы была возможность, при этом это будет предусмотрено в оплате. Мы сейчас ведем по поводу вот правки, по поводу того, чтобы еще и увеличить, может быть, на час позже. Вы имеете в виду оплату работы сотрудников Сотрудников ЦИКа, да, сотрудников ЦИКа. Не только ЦИКа, но и территориальных и участковых комиссий. Это важно. Член комиссии. Да, конечно. И ТИКа, и УИКа, да. То есть, в принципе, если это будет такая возможность, мы считаем, что чем больше придет на избирательные участки людей, чем больше будет легитимность, тем более будет лучше, как бы с точки зрения управления, будет большая поддержка, давать возможность реализовывать то, что сейчас говорит глава, а именно башкирский рывок. То есть нужно развитие республики интенсифицировать, потому что за последние 5-6 лет мы отстали достаточно существенно от соседей. Мы топчемся на месте. Вот я говорил уже коллегам, в середине 90-х годов мы на 30% ВВП Башкортостана было больше, чем у Татарии. Сейчас мы на 30-40% наш ВВП меньше, чем бюджет Татарии. То есть мы за 20 лет отстали практически в 1,5 раза. И это говорит о том, что татары сделали этот татарский рывок, а мы нет. По поводу КАИБов еще хотела уточнить. Все-таки всю Уфу закрыть именно КАИБами и камерами. Да. А вот почему, еще тогда получается, по поводу того, откуда эти КАИБы будут? Их все-таки будут арендовывать опять, как на выборах Курултай? Да, мы хотели, во всяком случае, это не наш, конечно, вопрос, но мы ставили вопрос об аренде в соседних регионах, там, где нет выборов. Хотя в соседях сейчас тоже есть везде выборы, поэтому ведется разговор о Подмосковье. А этот вопрос решаться должен кем? В итоге правительством или Центр избирком республики сам? Фактически это решит сам Центр избирком, но правительство должно выделить деньги. То есть ведется вопрос о том, чтобы на то, чтобы, вот, допустим, видеонаблюдение это организовать или, допустим, увеличить время голосования, нужно для этого средства. И такие расчеты представлены. Правительство сейчас по этому поводу готовит свои предложения, решения. Марат Гадилов говорил, что 733, по-моему, да, КАИБа планируют поставить. Да. А почему меньше, чем на выборах Курултая? Тогда было 811. На самом деле, это я вот в эту арифметику практически вот наша позиция была, чтобы все города были охвачены, вся Уфа была охвачена. Может быть, где-то они в каких-то районах убрали. На самом деле, это не настолько принципиально, там 40-30 если это принципиально, то можно это просто поставить и разобраться. 40-30 КАИБов это 20 участков. Это 20 участков, на которых чисто теоретически без КАИБов могут и что-нибудь подбросить. Теоретически, да. Теоретически, вообще, если так исходить, то и с КАИБами могут нахимичить. Да, но все равно они как-то, не знаю, успокаивают хотя бы. Мы очень внимательно будем следить, потому что вот я вспоминаю последние выборы сентябрьские. На участке с КАИБами на моем были одни цифры, а на соседнем с КАИБами были другие цифры и по явке, и по результатам. То есть КАИБы на самом деле тоже не панацея сами по себе. Да. Вот, а с точки зрения как-то наблюдения, контроля, мы же понимаем, что самый главный инструмент того, чтобы добиться прозрачности выборов, это наблюдение. Как-то Единая Россия сама будет в этом участвовать или будет ждать вот от конкурирующих партий? Нет, у нас будут и наблюдатели. Мы планируем совместно с Общественной палатой организовать также, скажем, такой общественно-партийный контроль. То есть мы заинтересованы в любых действиях по налаживанию эффективного контроля, в том числе общественного контроля, и на каждом участке у нас будут тоже представители, которые будут Хочется, наблюдать. чтобы не повторилась ситуация вот на моем участке избирательном, когда мы избирали депутатов Курултая, когда я спросила у наблюдателя, а вы откуда? Он сказал, я от Единой России. Я говорю, а кто у вас кандидат? А он такой, а вон на плакате он висит крайний. Это выборы госсобрания? Да. На самом деле мне тоже рассказывали, что были вот такие случаи. И вообще в ряде случаев от партии прошли достаточно, скажем,
неожиданные персонажи. Не, ну то есть понятно, конечно, что Ради Хабирова в лицо все знают, но тем не менее хочется, назвать чтобы... кандидата своего будет проще. Ну, в общем, я примерно продолжу эту мысль. Хочется, чтобы люди, в том числе от общественной палаты, были заинтересованными, а не просто тех, кого отправили по разнарядке. Есть вот, по-моему, эта проблема, да? Когда и речь заходит о каких-то таких окологосударственных общественных организациях, начинаются разнарядки, приход из-под палок, то есть не активисты наблюдают. Но вот здесь, в этом плане, мы планируем создание общественного штаба, общественной поддержки Ради Фаридовича. Войдут к него очень уважаемые, известные люди, может быть, даже и федерального, регионального уровня. И он будет формироваться только на условиях желания войти туда, на волонтерских условиях, да, будет, может быть, какое-то потом там и поощрение, будут какие-то там, я не знаю, какая-то атрибутика, там майки, еще что-то. Но мы все-таки планируем, что практически вот все участки членами штаба общественной поддержки охватим, потому что мы уже слышим, понимаем, что как бы эти выборы хотят использовать в разных целях конкуренты, и с учетом того, что могут быть какие-то провокации, нам было бы желательно, чтобы вот эта легитимность подсчета голосов, она не вызывала сомнения. Если эта легитимность будет вызывать сомнения, как вот сказал Ради Фаридович, что не хочется там быть хромой уткой на потом в протяжении 5 лет. А разные цели, вы сказали, это что, например? Ну, разные цели имеется в виду конкуренты, которые... Да. Ну, я имею в виду, что разные цели у тех потенциальных кандидатов. Вот приезжал у нас там, допустим, политолог в Сибай, да? Так. И, соответственно, вот для чего он приезжал, когда по большому счету ведется работа как бы по проекту, завершается работа по проекту по затоплению шахты, он приезжает, встречается, и вот как вы считаете, для чего он приехал в этот город, какая у него цель? Его люди позвали? Он политолог? Ну, в смысле, я понимаю, но если люди позвали, но потом люди же там, в смысле, и в дискуссию с ним вступили, цель у него, в принципе, если говорить с политологической точки зрения, заявить о себе, о своих амбициях, возможных выступления на этих выборах. Почему нет? Я не возражаю. Вопрос в том, чтобы он до этого никак не позиционировал себя, что он как-то связан с республикой. У него есть какие-то программные цели, идеи. Но здесь он, в принципе, приезжает, когда уже практически ситуация там завершена, в тот момент, когда по большому счету, ну просто, как молодежь говорит, хайп поймать, да, и дестабилизировать ситуацию. Мне кажется, что он, конечно, может участвовать, ради бога, надо только поддержку получить муниципальных депутатов муниципального уровня. А реакция вот тех жителей Сибая или не жителей, да, которые на него напали с мукой, как вы считаете, это чья инициатива? Это вот непосредственно эти ребята? Да, я думаю, что это вот как раз тех людей, которые, в принципе, ну, не хотят, чтобы лезли в чужой монастырь со своим уставом и там ловили этот хайп. То есть это все-таки большинство сибайцев, там, ну, есть какие-то у нас движения, которые и живущие здесь люди, которые, в принципе, ну, начали... Я не видел, кстати, его мукой прям обсыпали. Мукой. А Заматгалин, кстати, на эту тему говорил, что это вообще не по-нашему. Жители Башкирии, тем более Зауралья, не могут так поступать с мукой. Мне кажется, это перегиб был, да, это перегиб, что если его там мукой где-то... Я видел, что что-то там с ним разговаривали вот по видео, а что мукой я так и не смотрел. Но это, конечно, не очень правильно, это не совсем правильно. Все-таки интересно, когда вы говорите большинство жителей Сибая, я читала соцсети, я читаю, слежу за группами вот этими Сибай-Дыши. Большинство как раз жителей Сибая рад, что Никита Исаев приезжал к ним, а те, кто приезжал, те, кто там за ним бегал, это все-таки не большинство. Тут вопрос нам Альберт прислал. Это субъективно, да. Ну, опять же, да, вопрос оценки. Альберт спрашивает, почему ячейки Единой России существуют на предприятиях и бюджетных учреждениях и даже в учебных заведениях. На предприятиях, в учебных заведениях ячеек Единой России нету. Они существуют только по территориальному принципу. Если это совпало с нахождением на каком-то предприятии, то она не должна работать в рабочее время, в нерабочее время, в субботу или там, я не знаю, в обеденный перерыв. Это или в праздничные дни могут проходить какие-то собрания. По закону они не могут быть на производственных или учебных помещениях. Так, ну и вот у нас еще СПЧ, да, в Башкирии у нас на этой неделе завершает свою как бы миссию. Сегодня вроде как. Сегодня, да.
мероприятие, кстати, показалось неожиданным. Почему? То есть... Ну, почему неожиданным? Там, на самом деле, это плановая проверка по субъектам. Они проводят такую комплексную проверку. Она была запланирована, насколько мне известно, достаточно давно. И приезжает достаточно большой десант, 15-20 человек. Охватывает... Впервые в истории, кстати. В Башкирию-то приехали. Ну, в Башкирию, хорошо, что приехали. То есть наши права, на самом деле, они вот предприниматели, права, я не знаю, вот я ездил в Межгорье с семей с инвалидностью. Они ведь до любых вот наши права зачастую не защищены. У нас выступает министр этого МВД на госсобрании и говорит о том, что давайте будем... Административную ответственность за жалобы. Так нам еще и жаловаться теперь нельзя. Ну что это? Ну и при этом, ну ладно, вот приходит этот орган при президенте России, да, и говорит, что такие вещи, ну нельзя, это идет к тому, что даже конституционные права наши нарушаются. Поэтому я оцениваю приезд их, и их такое неформальное общение. Там было порядка 100 с лишним вообще людей. Прием там вообще организовывался в 11:30, по-моему, в Конгресс-холле. То есть они работали вообще очень интенсивно. И наши службы работали, и наши общественные организации, все вот достаточно такие независимые, там вот, я не знаю, Альмира Жукова, там еще кто-то, кто вот защищает такие вот достаточно резонансные вопросы. Поэтому, с моей точки зрения, это очень такой положительный факт, очень... Хорошо, что они приехали, что они вскрывают какие-то вопросы, потому что вопросы эти есть, и если мы их будем как-то говорить, что у нас все хорошо, это неправильно. Вот я, кстати, увидел вчера ролик, там в Татарстане не пустили на заседание какого-то правозащитника, ну, тоже по СПЧ. Здесь, кстати, пришли все, но единственное, они работали очень, работали, они, по-моему, вчера уже уехали, нет? Они там не одновременно, по-разному. Кто-то еще остается. Да. Ну, поэтому, если эта работа будет носить полномерный характер, это только в интересах жителей, я это приветствую. Ну что ж, время эфира нашего, оказывается, и закончилось. Мы благодарим нашего гостя, руководителя исполкома Башкортостанского отделения партии «Единая Россия» Рустема Ахмадинурова. И всем желаем хороших выходных. Пока. До свидания. Спасибо. Мягкой посадки вашей.